Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, что он о вас понял, кто вы для него, кто вы в его жизни. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему со своим вопросом. Ну, так и спросите: что ты обо мне понял? Кто я для тебя? Кто я в твоей жизни? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что это? Смотрите, показал себя в горизонтальном положении. Господи, вот это да, вот это мужчины пошли. Говорит: я труп, я был труп. Ох, непростая, чувствую, нас ждет отсыпка. Так, ну давайте пойдем, наверное, по порядку. Хочу начать с его представления о вас. Что было и что стало. Смотрите, был он какой-то отвязный, неприкаянный, вообще жил одним днем. Ни о будущем не думал, ни о прошлом, ни о настоящем. Ну, вот день прошел, и слава Богу. Гонялся он за какими-то понтами, но по факту понтов никаких и не имел, да, просто он за ними гонялся. Вот, казалось ему, что он просто вот царь и бог, и этим все сказано, да, что уже всем все доказал. Но кому не доказал, это их проблема, да. Я крутой, я круче всех. Ему и в голову не приходило, что можно любить, что любовь людей меняет. Либо он высмеивал тех, кто любил, кто был влюблен. Вот казалось, что это какая-то ерундистика, и люди, ну, какие-то слабохарактерные, либо какие-то невменяемые, про любовь какую-то говорят, что за чушь. Да, для него отношения с женщиной, по большей части, это были интимные отношения. Вот, ну, типа, такой, знаете, пользователь, назовем его, ну, мягко, пользователь. Мы же на Ютубе, да? Вот, женщины были для него как расходный материал. Никому он не привязывался, никого никогда не любил и считал, что это типа, ну, нормально, да, это норма, так и должно быть. Вот. По факту он вообще, по-моему, любить не умел, даже себя не мог любить. Когда он встретил вас, что-то пошло не по плану, что-то пошло не так. Вот прям с первой встречи, с первого момента, вот как вы познакомились, там друг друга увидели, его как будто бы, он показывает, молния прошибла. И он весь такой на этих электрических разрядах, еле-еле в себя пришел. Долго он удивлялся, думал, что, может, я заболел, может, и правда меня током шибануло, а я не заметил. В общем, что-то странное произошло, и необъяснимое, да, вот для него необъяснимое что-то произошло. Ну, в общем, думал он о чем угодно, но только не о любви, да, только не о том, что это именно вы так произвели на него впечатление. Чем больше и дольше он к вам присматривался, тем сильнее он в вас влюблялся. Вы не только внешне красавица, но и внутри. Внутри у вас какая-то потрясающая, невероятная красота. То есть тут все сошлось. И умная, и красивая, и уверенная в себе, и в рот ему не заглядывает. И такой, знаете, орешек с сюрпризом, назовем это так. Нужно сначала зубы сломать, да, чтобы вас раскусить, а потом еще и сюрприз тебя ждет. В общем, девочки, он тут обтесался об вас. Такого ни с одной другой женщиной не было. И еще вижу, что вы как-то ему тяжело, с трудом давались.
То есть, возможно, вы ему там долго отказывали, долго его там за нос водили, долго, ну, в общем, не подпускали к себе, да, тем самым все сильнее и сильнее распаляя его пыл. Вот. Долгое время он не слышал, что вы говорите. То есть он смотрел на вас, плыл от вашей красоты, ему было это достаточно, все было в дымке, все там сверкало, сияло, и он был счастлив. Не слышал, что вы говорили. А как только начал слышать, он просто так поразился, как никогда не поражался. То есть насколько вы умная, насколько вы знающая, глубокая, мыслящая. Он даже и подумать не мог, что женщины могут здраво мыслить. А уж как вы, так никто другой не может. Он от вас очень многое узнал, он очень многому у вас научился. И, если честно, у кого-то вот отыграется, что мужчина и по сей день думает, что вы ведьма. Что вы, действительно женщина, обладающая какой-то невероятной страшной силой не только красоты, но и умение видеть людей насквозь, умение предсказывать будущее, умение разбираться в сути вещей. Вот. Ему это не дано. Для него это что-то такое мистическое, там, за гранью, паранормальное, и он туда не лезет. Вот. И тут вы такая, да, вы даете ему шедевры, и он такой, как это может быть, да, как она это делает, она кто вообще? Он тут, знаете, смесь и страха, и поклонения, и восхищения, и тут же он такой, понять не могу, мозги взрываются. Ну, в общем, вы его сделали. Да, девочки, до сих пор думают, что вы там подколдовываете, да, либо у вас есть там хрустальный шар, постоянно в будущее заглядываете. Ну, потому что ваши прогнозы, они всегда сбываются, потому что все ваши слова, они на вес золота, они всегда имеют вес. Вы просто так не говорите. Вы всегда говорите то, что ценно, то, что сбывается, то, что по сути, по факту происходит. Откуда у вас эта сила, он еще не разобрался, поэтому приписывает вам магические способности. Хотя не факт, возможно, вы действительно обладаете очень серьезными магическими способностями и действительно этим по жизни пользуетесь. Вот, просто он этого немножко побаивается. Скажет, что вы и заколдовала, да? И что ж мне теперь, бедолажечки, делать? Так, чем дольше он с вами, тем больше он к вам привязывается. Это прям факт, это прям точно. И вот сейчас его понимание и отношение к вам, он говорит, я был мертвец, вот он, я в горизонте лежу, и я просто плыл по течению. Причем больше смотрел на других, своим ничем не жил, не было ни своих интересов, ни мыслей, ни желаний. Просто смотрел на других. Вот у друга машина классная, и я такую хочу. Там, у кого-то там женщина красивая, и я такую хочу. Еще, понимаете, вот просто смотрел на других. Как будто бы не жил. До встречи с вами был мертвецом, ходячим мертвецом. Вот. И только лишь с вами он по-настоящему начал жить. Он начал интересоваться миром, культурой, музыкой, искусством, какими-то, может, достижениями, возможностями. Появились собственные желания, и относящиеся к вам, и отдельно для себя. Да? Вот как-то он начал приходить в более-менее какую-то человеческую форму. Да? Вот сознание стало возвращаться к нему. Очень много у него поменялось. Поменялись вкусы не только там, к еде, к одежде, но и к жизни. Стал большего хотеть, стал к большему стремиться. Невероятно задрал свою планочку. Ну, потому что вы ему мастер-класс показали. Либо вы настолько вот на него влияете, что ему хочется вам соответствовать. Хочется, чтобы вы смотрели на него как не на местного дурачка, а как на мужчину, с кем бы вам хотелось идти по жизни. Чтобы вы в него верили, чтобы вы ему доверяли, чтобы вы могли на него опереться. Вот. Он ведь видит, какая вы стальная леди, да, что вы все сама. Да? Я сама. Мне никто не нужен, я сама себе заработаю, я сама себе сделаю, я там гвоздь забить могу, да. Вообще, зачем мне мужики нужны? А вот ему хочется, чтобы вы в него верили, чтобы вы ему эти гвозди доверяли забивать, чтобы вы доверяли ему свои секреты, чтобы вы в него верили, чтобы вы им гордились в конце концов, да, чтобы вам не стыдно было за него, за его тугоумость, да, за его какие-то интеллектуальные пробелы. Вот прям очень хочется. Он, кстати, благодаря вам начал что-то читать. Читать книги, читать стихи, читать, может быть, какие-то там научные произведения. Что-то начал делать, читает. Я вижу, что он читает.
А возможно, вы тоже это замечали. А возможно, он еще пока как скрытно это делает, но читает. Вот стал читать, стал этим интересоваться. Раньше вообще читать не любил. Вообще прям, ну, может, в школе заставляли, а потом он такой, фу-фу-фу, читать нет. Лучше я видео посмотрю, лучше я там что-то в картинках, да, иллюстрированное посмотрю, но только не читать. А вот благодаря вам начал читать. Это уже какой прогресс. Так, мои хорошие, что он понял о том, кто вы для него? Ну, вы его свет, вы его жизнь, вы его кислород, вы его дыхание, вы его кровь, вы его сердце, вы его душа. Понимаете, вы все то, что его держит в нашем бренном мире. Вы его точка опоры, вы его источник силы, вы его вдохновляете. Вот что он понял, кто вы в его жизни. Роковая женщина вы для него, девочки. Как ни крути, все-таки роковая. И он так благодарен судьбе, что вы появились в его жизни. И еще, девчонки, вы кое-что о нем не знаете. Вы не знаете о его жизни в момент вашей встречи, вашего знакомства. Там какой-то фатал над ним висел. Просто фатальный фатал. Он мог свернуть не туда и уже... Ой, видите, я уже тут переживаю за вас, нервничаю, дергаю камеру. Фатал очень страшный, который мог привести его к гибели. Он об этом знает, но вам об этом не говорит. Может быть, когда-нибудь придет тот день, когда он во всем признается. Ну, либо вы из других источников узнаете, что там за фатал над ним висел. Но это было. Грубо говоря, девчонки, вот без лишней лирики вы его спасли. И благодаря тому, что вы познакомились, тому, что вы позволили этому мужчине быть рядом, он живет и процветает. Вот. Если бы этого не произошло, я думаю, что и мужчины уже бы не было. Ну, не зря он тут трупика показал, да? Его бы уже не было. Куда-то не туда бы свернул, не тем бы занялся. И как бы, сами понимаете, да? Деревянный ящик. Почему-то мне идет, что вы действительно ему спасли жизнь. Ваш вход в его жизнь стал спасением, исцелением и дал ему еще один шанс. Вот как-то так мне идет. Понятно, что отсыпка общая, очень сложно говорить о таких вещах, но тем не менее это показано. Он сам себя трупом показал, о чем мы вообще говорим, да? Понимаете? Вижу, что вам с этим мужчиной нелегко. Вот честно показали, нелегко. Он для вас как... Ну, даже в какой-то степени какая-то как кара, да, иногда вы его воспринимаете и думаете, что за зараза, да, откуда ты взялся на мою голову, ну что мне с тобой делать, да, отстань ты от меня, приклеился банный лист, репешок. Но все равно вижу, что любите, вижу, что прям тянет со страшной силой. Сами себе объяснить не можете, что вы конкретно в нем любите. Вам его то жалко, то он для вас один-единственный, то вы себя вот прям в руках держать не можете, вот прям скучаете, хочется к нему. Это любовь, девчонки, это любовь и это судьба. Судьба таким гигантским магнитом тянет вас друг к другу. Оно так и бывает, знаете, противоположности притягиваются. А у вас тут противоположность просто вот космическая. Вы гораздо умнее, вы гораздо сильнее, вы гораздо продвинутее, вы гораздо в себе уверенней. Вы женщина, которая прокладывает себе путь. Вот. А он ровно ваша противоположность. Вот со всеми вытекающими, понимаете? И вы вот таких два разных человечка притянулись. Но ваше благотворное влияние на этого мужчину творит чудеса. И я это вижу. И небеса это видят. Да все это видят, любого спросите из ваших знакомых, все скажут, вот он с тобой, он поменялся, он стал другим, он стал лучше. А вы, кстати, стали счастливее. У вас в глазах есть вот эти искорки счастья. Да, конечно, он иногда вас мучит, иногда он ведет себя по-идиотски. И, конечно, вы тут задумываетесь, что вот сейчас возьму, как пиндальну тебя, да, как полетишь ты у меня. Но все равно вы о нем думаете, все равно без него скучаете, все равно он ваш родненький, любименький. Вот прям хочу моего хорошенького. Вот это у вас есть. И это так мило. Ах, любовь, как же она прекрасна. Так, девчонки, я даже не знаю, что добавить. Здесь как бы говорить-то особо не о чем.
Вы изменили его жизнь. Вы его самого поменяли к лучшему и продолжаете менять. Что касается вас, вы ведь любите задачи со звездочками, да? Зачем вам нормальный, адекватный мужик? Нет, вам нужен материал, а из него вы будете создавать шедевр. Вы ведь тоже в этом отрываетесь. Вы творец, вы по сути творец. И сейчас вы творите из этого кусочка глины, вы творите прекрасного мужчину со всеми вытекающими. Вы сами это чувствуете. Без меня это все знаете. Без песка все это вы сами чувствуете, понимаете и знаете. То, что вы друг другу по судьбе, это факт. То, что вы в друг друге силу черпаете, это тоже факт. А что касается вашего будущего, я думаю, вы сами все знаете. Они, видите, из одного корня растете, друг на дружку смотрите. Это вы и ваше будущее. А это ангел. Ангел, который хранит вашу любовь, хранит ваше счастье. Значит, девочки, вы, понятно, что все разные. У кого-то даже отыграется, что мужчина не свободен. Так случилось, да, не свободен. Что бы там ни было, вы друг другу по судьбе. И от судьбы не уйти. Пытайся, не пытайся, от судьбы не уйти. Вижу вас счастливыми, но и приключения тоже будут. То есть испытания для вас, для него, совместные испытания вам тоже приготовлены. Каждое испытание только лишь скрепляет и укрепляет ваши чувства, вашу любовь. Вы сами это тоже понимаете и чувствуете. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.